Добрый вечер. На ТНВ новости. В студии Альбина Аслагараева. И сегодня в выпуске. Борьба без остановки. Необходимы радикальные меры в виде жестких стандартов. Что эксперты предлагают, чтобы искоренить коррупцию? Выслушал Дмитрий Аринин. Микрорайон без школы. Школа в шаговой доступности – это в первую очередь безопасность. Почему жители Соловьиной рощи не докричались до чиновников? Детали у Альбины Минибаевой. Сабантуй не за горами. Здесь проходит рядом, так что в июне месяце Алаберста туда пойдем. Как выглядят новые квартиры недалеко от главного казанского Майдана? От новоселов узнал Рамиль Шайдуллин. Кадровые перестановки в футбольном «Рубине» Ильсура Метшина на посту президента клуба сменил Радик Шаймиев. Сегодня президент республики провел заседание попечительского совета клуба. По его итогам финансирование и управление перешли к группе компаний «Таиф». Рустам Минниханов поблагодарил Ильсура Метшина за работу и отметил, что команда прошла трудный путь. И сегодня у «Рубина» есть все, чтобы вернуться к своей лучшей форме. А теперь еще и основательная поддержка от «Таифа». Члены попечительского совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева. Напомним, с 1996 года он главный советник генерального директора ТАИФ, а с 1998-го член совета директоров ПАО «Татнефть». И вот как прокомментировал кадровые перестановки в клубе генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабуддинов. Нам было предложено сформировать новый состав попечительского совета «Рубина». Мы искренне рады, что президент республики согласился его возглавить, а мэр Казани дал согласие войти в новый состав. Только совместными усилиями мы можем преодолеть любые сложности. И сегодня Рустам Минниханов прокомментировал вопрос о главном тренере «Рубина» – оставить на посту испанца Хави Грасия или поменять его на какую-то иную кандидатуру. Сейчас это полная прерогатива нового президента клуба Радика Шаймиева. Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовала рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба. К другим темам. Четкие формулировки, жестче наказания. Сегодня теоретики и практики предлагали способы борьбы с коррупцией. В Казани собралась всероссийская конференция. Тезисы, которые скоро могут стать нормой, выслушал Дмитрий Аринин. Доля респондентов, которые указывают на данную проблему, стабильно сокращается. Так устами социологов статистика говорит, что размах коррупции уменьшается. Однако это не повод успокаиваться. Нужны новые меры, чтобы умерить коррупционеров. Это лейтмотив всероссийской встречи в Казани. Главная задача, как мне представляется, состоит в том, чтобы обеспечить такую тонкую настройку правового регулирования этой сферы, общественного запроса и элементов правопорядка. Как еще говорят московские гости, Татарстан – один из лидеров в борьбе с коррупцией. В республике запущено множество наработок, которые помогают изжить это явление. Как поделился советами Рустам Минниханов, главное – это упор на электронные технологии. Необходимы радикальные меры в виде жестких стандартов, которые включают в себя как уголовно-процессуальные, так и административные методы. Вплоть до освобождения от выполнения обязанностей руководителей предприятий, где есть государственная доля участия. Итак, свою долю предложений в общее дело вносили представители 60 российских регионов и гости из-за рубежа. Например, делегация из Казахстана рассказала, что в их стране на борьбу с коррупцией поставлено целое общенациональное движение. И в обиход вошло вознаграждение за выявление коррупционеров. Государство специально из бюджета выделяет средства для поощрения тех, кто сообщил о фактах коррупции, которые, конечно, подтвердились. Еще одно значимое антикоррупционное предложение – нужно дать более четкую формулировку понятию «конфликт интересов». Так в поле зрения попадут больше потенциальных коррупционеров. Это одно из наиболее сложных и многозначных понятий. Ни один случай влияния заинтересованности на исполнение должностных служебных обязанностей не должен оставаться без внимания. Все эти зерна рациональных предложений в итоге предстоит собрать и объединить. И из них должно прорасти новое антикоррупционное законодательство. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Завтра политическая и экономическая жизнь России сосредоточится в Санкт-Петербурге. Здесь стартует Международный экономический форум, гостями которого станут 250 представителей крупнейших мировых компаний, руководства страны и регионов. Татарстан традиционно участник форума и будет представлен большой делегацией. Что планирует обсудить, по телефону сообщит наш специальный корреспондент Дина Газалиева.
Санкт-Петербургский международный форум, 21-й по счету, в этом году проводится чуть раньше. И хотя сезон белых ночей уже стартовал, лето в полной мере еще не вступило в свои права. Но замерзнуть ни у кого не получится. Программа форума обещает быть жаркой. 250 представителей крупнейших мировых компаний приехали в Россию для участия в переговорах. 74 российских региона представят свои новые разработки. Например, обещают показать проект летающего мотоцикла. С 1 по 3 июня на форуме будет действовать специальная коммуникационная площадка для проведения презентаций перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов. Планируется, что презентации будут проводить первые лица компаний регионов. Делегацию Татарстана возглавил Рустам Минниханов. После проведенных переговоров готовы к подписанию соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики и компанией Philips. Также дорожные карты по развитию конструктивных взаимоотношений будут подписаны между Татарстаном и Агентством стратегических инициатив. Одно из важнейших для республики мероприятий форума – подписание соглашения между компанией «Таиф» и немецким крупнейшим концерном «Линде». Предметом соглашения является создание большой нефтехимической установки по производству этилена. По плану строительство этой установки займет более 40 месяцев. «Таиф» и «Линде» – давние партнеры по реализации совместных планов. Вопрос участия «Линде» в проекте по этиленовому комплексу «Таифа» будет окончательно решен в городе на Неве. Дина Газариева, ТНВ, Санкт-Петербург. Новое жилье и новые условия. Сегодня двери новоселам распахнул 3-й дом жилого комплекса М14. Прямо под окнами детский сад, игровые площадки. Какая она? Новая жизнь в новых стенах. Рамиль Шайдуллин. Вот, наконец-то наша новая квартира. Алашка за 6 лет. Ожидания. Искреннюю радость не подделать. Салахиевы распахнули двери своей первой двушки. Просторного и нового жилья семья ждала с 2011 года. Ожидания оправдались, конечно. Очень все нравится, красиво. Мы очень рады, очень счастливы. Спасибо. Будем с соседями дружить, семьями, как говорится. Первые гости – новые соседи. Окна квартиры Егоренковых выходят прямо на зеленый уголок природы. Дом стоит рядом с лесом. Прямо из дома новоселы будут выходить на новую детскую площадку. Пока вместе с детским садом это самый центр нового микрорайона между 1-м, 2-м и 3-м уже сданными и 4-м домом, только ждущим сдачи. В 4-й новостройке сегодня идет чистовая отделка. Ее планируют сдать в конце июля. Брат-близнец домов также рассчитан на 255 семей. И маленькому ребенку чем заняться, есть маленькие горки, песочницы, и взрослому ребенку, и подростку спортом заниматься. Видели там теннисные столы, вон там баскетбольные площадки, там, видимо, этот теннисный корт. То есть все, что нужно от мала до велика. Однако учиться подросткам пока придется в других районах. Школа и дороги для автобусов будут строиться в следующий этап строительства. Одно дело дома построить, другое дело социалку, это друг друга дополняющие факторы. Но здесь уже будут решаться комплексно. Я думаю, уже со второй очереди, потому что здесь в первую очередь уже все, земля вся освоена. Пока не решено с финансированием. По словам представителей Минстроя, деньги могут быть как федеральными, так и республиканскими. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Вот и в Соловьиной роще грустные песни. Жители микрорайона в недоумении. Дома построены, а на месте будущей школы даже фундамента нет. Подрастающим первоклассникам начали отказывать в близлежащих школах. В ситуации разбиралась Альбина Минибаева. Школа была изображена на макете. Нас уверяли, что в 2017 году школа будет построена. Пока школа в микрорайоне Соловьиная роща осталась только на бумаге, беззаботно на детской площадке не играется. Родители вышли с плакатами от безысходности. Школы рядом нет, а в ближайших уже отказывают. Мы вышли в 35-ю, там также сказали, что мест нет, берут только по прописке. Начали писать Фатахову, Петруниной, всяким чиновникам. У Айгои Шайхуддиновой старший сын Аяз на следующий год должен сесть за парту, но какой школы, так и непонятно. За образование боролись с письмами чиновникам, исполкома и Минобразования. Кроме отписок, никакого результата. В настоящее время строительство общеобразовательных учреждений не планируется в нашем ЖК-комплексе. Дома, которые сданы, и те, что только еще строятся в микрорайоне, десятки жилых объектов. За этими заборами должна была быть школа. Однако за несколько лет даже фундамент не появился. Другим жилищным комплексом по соседству, что нет земли, есть финансы. А у нас в этом плане проблем нет. То есть, пожалуйста, земля есть. Как нам пояснили в управлении образования, в лучшем случае школа появится к 2019 году. До этого времени дети будут учиться за партами соседней, 150-й. На 2018 год пока в списке Соловьиной рощи нет. В следующие годы, как это будет происходить, пока нам неизвестно, до нас еще никто в утвержденной программе не доводил. Правда, у родителей уже другой вопрос. Нас направляют в 150-ю школу, которая находится на улице Дубравная. Оттуда
и сюда у нас вообще маршрутов нет. Мы как должны до туда добираться, я не знаю. По прогнозам чиновников, жителям придется подождать, и в лучшем случае 2 года. Хотите, дети, школу рядом? Хотим! Альбина Минибаева, Марат Саидгараев, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Гидромедцентр опроверг СМС-рассылку о шторме. Напомним, сегодня жителям республики стали приходить СМС-сообщения с предупреждениями об ухудшении погоды. Якобы ураган, который прошел в Москве и унес жизни нескольких человек, надвигается на нашу республику. Как сообщают в гидромедцентре, завтра действительно местами ожидаются грозы, дождь и сильный ветер. Но вот шторм уже стороной обошел наш регион. Мы оказались в менее такой активной части. У нас тоже были грозы, значит, сильный ветер, но гораздо меньше силы, чем то, что, естественно, отмечалось в Москве и Московской области. Это новости на ТНВ и далее в программе. Формула успешной сдачи у каждого своя. Я в себе уверен, поэтому без проблем, никаких волнений. Сегодня 15 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ по математике. Как это было, увидела Адель Кламиц. В большой семье большие победы. В данный момент у нас член сборной Татарстана, ему 12 лет. Как растят будущих чемпионов, увидел Рамиль Шайдулин. Деловые круги Португалии и Татарстана должны работать активнее, так считают обе стороны. И это мнение было высказано практически на каждой встрече в рамках поездки Рустама Минниханова в Португалию, которая завершилась накануне. С чем вернулась татарстанская делегация, Ляйсан Сабирова. Лиссабон – столица Португалии, один из старейших городов Европы и один из самых крупных портовых. Сама страна подарила миру футбола Криштиану Роналду, но местные еще славятся гостеприимством. Татарстанскую делегацию встречают тепло. Огромные слова благодарности за... В пору непростого международного политического климата деловую температуру необходимо поддерживать на уровне регионов, отмечают на встречах. Португальцы рады татарстанцам. Этот визит продемонстрирует бизнесу возможности расширения сотрудничества, отмечает президент агентства по инвестициям и внешней торговли. Очень важно вот это вот место расположения на карте Татарстана. Возможности Татарстан презентует на форуме. В зале заинтересованные представители бизнеса. Мы заинтересованы в привлечении португальского бизнеса и капитала в Республику Татарстан. Татарстано-португальское сотрудничество сегодня – это поставки в Португалию топлива, каучука, изделий из древесины и ввоз в Татарстан автомобилей и оборудования. Но динамика низкая, констатирует Рустам Минниханов. КАМАЗ, вертолеты, суда, нефтехимия, удобрения – перспектива расширения экспорта из Татарстана. Первые договоренности в промышленности закрепляют подписями. Сотрудничать будут Минпром Татарстана с португальской компанией в сфере авиастроения и с энергетической компанией. Этот визит придаст импульс развитию сотрудничества между Португалией и Татарстаном, отметил президент на встрече с председателем парламента Португалии Эдуарду Ферру Родригеш. В этом уверен министр экономики Португалии Мануэл Калдейра Кабрал. Серьезные перспективы и потенциал для сотрудничества он видит как в экономике, так и в научно-образовательных сферах. На встрече решают провести заседание в Казани. А уже в середине июня португальскую футбольную сборную ждут в Казани. 18 июня в рамках Кубка Конфедерации состоится матч Португалия-Мексика. Ляйсан Сабирова, Марат Хусаинов, ТНВ, Португалия, Лиссабон. Новому веку новые цели. О планах на будущее сегодня говорили участники общественного движения «Татарстан. Новый век». В Казани прошел 7-й съезд организации. Всего же общий стаж работы движения – 17 лет. За годы организация окрепла, обрела собственное лицо и авторитет, отметил сегодня Фарид Мухаммедшин, председатель политсовета. В списке основных дел – забота об экологии, патриотическое и спортивное воспитание молодежи. Так движение работает над развитием волейбола во всех районах республики. Правда, взаимностью отвечают не все, отсюда и поручение результативность подтянуть. Нам надо таких районов, которые есть, пофамильно показывать, здесь и здесь говорить. Ничего не препятствует этой работе. Никаких проблем здесь нет. Просил бы вас в этом деле проявить большую настойчивость. Нужна новая школа, новая больница и дом культуры. И все это в поселке Осиново Зеленодольского района. Свои просьбы и вопросы жители сегодня озвучили депутату Госдумы Ильдару Гильмудинову. Он не просто провел прием, а лично выехал на проблемные объекты. Как собираются решать проблемы? Далее в сюжете.
Уезжают из поселка, вообще учатся в Юдино, в Залесном. Идеальный вариант – новая школа, но пока финансы нашлись только на пристрой. Сегодня ученики ходят на занятия в 2 смены, учебных классов просто не хватает. Ильдара Гильмудинова ознакомились с будущим проектом здания. Функциональные кабинеты и непосредственно лаборатория. Еще одна приоритетная задача для поселка – новая амбулатория. Пока в узких коридорах и прием ведут, и процедуры проводят. Здесь же стационар. В Осиново 18 тысяч человек. Поликлиника просто не выдерживает поток пациентов. А Резида Александрова пришла на прием с общей проблемой. Она заведующая Домом культуры, творческой молодежи в поселке много, но вот места для занятий не хватает. Ютятся в 3 кабинетах, к тому же здание 70-го года постройки. Огромный коллектив, 100 человек хореографический. Есть вокальные коллективы, и в том числе все они очень хорошо на высшем уровне занимаются. На российских международных конкурсах всегда призовые места занимаем, но помещение очень проблемно. Класс хореографии вообще отсутствует. А еще нужны спортивный комплекс, детские сады и дороги. Вопросов и пожеланий у жителей достаточно. В свое время поселок был заложен без необходимых инфраструктурных решений. А сегодня разрастается. Появились новые микрорайоны, Радужный и Салават-Купере, а потому задачи нужно решать оперативно. Есть и специальное предложение. Мое мнение – сформировать республиканскую программу, назвать ее программу «Поселок» и продумать в рамках этой республиканской программы, какие вопросы поселков решать. Тут есть и вопрос дорог, тут есть вопрос и коммуникации, есть и канализация, и свет, и вода. Но и вот здесь для Осинова архиважные несколько вопросов. Ильдар Гильмудинов обещал каждую проблему рассмотреть отдельно. В первую очередь нужно попасть в республиканские и федеральные программы. Альбина Слугараева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. 15 тысяч татарстанских школьников сегодня сдавали один из обязательных предметов ЕГЭ по математике. На выполнение задания 3 часа, с собой только ручка и паспорт. Настрой ребят увидела Адель Коломиец. b в квадрате равно а в квадрате плюс c в квадрате минус 2ac на косинус между ними. Нормально. Сложные математические формулы они повторяют, пританцовывая. Так 11-классницы снимают стресс. Все знания в голове. Сейчас главное собраться и применить их на экзамене. Позитивный настрой практически у каждого. Я в себе уверен, поэтому без проблем, никаких волнений, ничего такого. Я не совсем уверена, но будет как будет, посмотрим. Всю ночь, в общем, не спали, повторяли формулы, готовились к экзамену. Вот сейчас шпаргалки записали на руках. Весело только снаружи, а вот внутри уже не до шуток. О шпаргалках и речи не может быть. На входе жесткая проверка. Чисто в карманах. Нет, в карманах. Ребятам хорошего дня, успехов. Успех на экзамене сегодня жизненно необходим 15 тысячам выпускникам по всей республике. Предмет обязательный. Не сдал, можешь остаться без аттестата. Экзамен принимают в 2 этапа. Сегодня базовый, 2 июня профильный для тех, кому математика нужна при поступлении. Базовая математика – это математика для жизни. Более такие простые задания, их 20. Оцениваются они по 5-бальной системе. И для того, чтобы получить аттестат, выпускник должен как минимум получить 3. Рассаживают по одному, на столе только самая необходимая вода, ручка, паспорт. Больше ничего нельзя. За этим следят наблюдатели и видеокамеры. Все, что происходит в кабинете, в режиме онлайн на ноутбуке. Как только 11-классники на руки получают контрольно-измерительные задания, журналистов просят покинуть аудиторию. Все в строгом секрете. На написание экзамена дается 3 часа, результаты его будут готовы через 10-15 дней. Адель Коломиец, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня в Нижнекамске состоялось торжественное открытие нового дополнительного офиса банка «Аверс» на проспекте Мира, 11. Подробности в сюжете. В мероприятии приняли участие члены Совета директоров и правления банка, партнеры и клиенты. Гостям показали зоны обслуживания для корпоративных клиентов и частных лиц, просторные операционные залы, выделенные зоны для ведения переговоров и зону 24/7. Во время экскурсии гостям также презентовали мобильное приложение «Аверс Онлайн», которое предоставляет пользователям смартфонов на платформах iOS и Android возможность в режиме реального времени получать со своего мобильного устройства доступ к актуальной информации по карточным счетам, совершать платежи, переводы с карты на карту, оплату услуг мобильной связи, интернета и телевидения.
Нижнекамск для нашего банка является стратегическим регионом. В новом офисе мы будем оказывать еще лучше наши банковские услуги. В новом офисе банка «Аверс» доступен весь спектр банковских услуг для физических лиц, потребительское и ипотечное кредитование, оформление банковских карт, открытие вкладов, платежи и обмен валют. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банк предлагает кредитные продукты на привлекательных условиях и услуги по расчетно-кассовому обслуживанию по выгодным тарифам. Завтра, в День защиты детей, на нашем канале пройдет специальное ток-шоу «Большая семья. За и против» в рамках проекта в объективе ТНВ «Большая семья». Сторонники и противники встретятся в одной студии и будут отстаивать свою точку зрения. Начало ток-шоу в 20:00. А на чьей стороне татарстанцы? Они за или против? Об этом наш блиц-опрос. Многодетная семья, сколько это детей? Трое, больше, наверное. Да больше 3. Больше 3, я считаю. Больше 2. 3 минимум. У вас сколько детей? 1 пока. У нас 2 только. 1 пока. У меня 2. 2. Будущее планируете? Нет. Почему? Тяжело. И растить ребенка тяжело, потом на ноги поднимать тяжело, естественно. Хочется дать ему хорошее образование. Поэтому я думаю, что для меня 2 ребенка это потолок. Еще хочу. До 2 больше нет. Почему? Непосильно по бюджету. Видно, не было у меня любви, поэтому только 2. Я одна воспитывалась, поэтому не привыкла, когда много детей, может, поэтому. И в дальнейшем их воспитывается, поднимать нужно. Просто денег не хватит, наверное, сейчас. Нормальной семье, вот такой простой рабочей семье. Не хватит денег содержать больше. А вот герои нашего следующего сюжета считают, чем больше, тем лучше. В объективе ТНВ на этот раз оказалась многодетная семья Мордовченко из Зеленодольского района. Здесь 11 детей, больше половины приемных. С большой семьей, где уже подрастает своя спортивная звездочка, познакомился Рамиль Шайдуллин. Нам было уже по 40 лет, мы решили взять мальчика вот так, осознанно именно. На тот момент Максиму, вот он в красном, было чуть более 2 лет. Не разговаривал, имел проблемы со здоровьем, но для родителей это преградой не стало. Так получилось, что нам отдали его совершенно без документов. Это к той части, когда говорят, что надо очень много документов собрать, чтобы взять ребенка. Мы приехали его посмотреть, и нам сказали, вот если вы его сейчас не заберете, его в понедельник увезут в детдом. Никто и не предполагал, что мальчик станет членом сборной Татарстана по фигурному катанию. Сейчас Максиму 12, он кандидат в мастера спорта. По его стопам пошли и братья, их в семье Мордовченко 7. Честно говоря, никогда не предполагала. Я не планировала, что была такая большая семья. У супругов теперь 11 детей, 7 приемных, 4 своих. Многие уже выросли и живут отдельно. 6 пока в родительском гнезде. Днем на тренировках, в свободное время рядом с мамой. Помогают по дому. Я даже картошку могу почистить. Я умею поливать цветы, стирать белье, мыть полы. Дети дружные, говорит мама. Драк и ссор не бывает, на них времени попросту нет. Каждый занят своим делом. Одни обкатывают лед, другие увлекаются парусным спортом. В свое время перепробовали очень много видов спорта. И хоккей на траве, и спортивную гимнастику, водное поло. В общем, дзюдо. Пробовали все, что могли. Но вот сейчас мы остановились яхт-клуб. Брать в семью приемных детей супруги не боялись. Каждый рожденный на свет заслуживает родительского тепла и любви, говорит многодетная мать. Их девиз по жизни – все, что не делается, к лучшему. И они уверены в том, что... Рамиль Шайдуллин, Адель Коломиец, Гульнара Тимуршина, Шавкат Гимадуддинов, ТНВ, Зеленодольск. Большой семье всегда рады в Тугановлом, как в Париже Мулен Руж, в Татарстане фольклорное шоу «Казан». Театрализованное шоу знакомит с татарскими легендами, а щедрый ужин с самобытной национальной кухней. На татарском языке здесь признаются в любви к республике москвичи и даже французы. Знакомство с языком лишь начало. В самобытную национальную культуру погружает яркое шоу от профессиональных артистов. Так, что интересно не только туристам, но и татарстанцам. Вспомнила сразу свое детство, когда я сама танцевала эти танцы татарские в национальных костюмах. 5 новелл по мотивам татарских легенд о жизни народа со времен Волжской Булгарии. И все это под щедрый ужин из национальных блюд. Самая тонкая лапша такмаш, самые солнечные костыбы и, конечно, эшпашмак. Эшпашмак очень хорош и весьма в новинку для меня. Ну и куда же без сабантуя, в котором участвуют все желающие.
В любой развитой туристической стране, это Франция, Мулен-Руж, и подобные есть в Египте, в Турции, шоу в Испании. А теперь и в Татарстане. Шоу «Казан» оставило в восторге уже больше 7 тысяч зрителей. Убедитесь и вы в национальном комплексе Тугана-ВЛМ каждую субботу. И на этом у меня пока все. И я напоминаю, в объективе нашего канала «Большая семья». Если вам есть чем поделиться, звоните по телефону 570 50 17. Далее в выпуске прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Уверенность в своем здоровье – ключ к долгой и счастливой жизни. Компьютерная томография от 1650 рублей. 590-03-03. Паркавто, дилерский центр европейского стандарта, приглашает вас за новыми автомобилями «Лада». В мае «Лада Веста» с выгодой до 30 тысяч рублей. «Лада X-Ray» с выгодой до 80 тысяч рублей. Паркавто. Телефон 235 35 35. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил. Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Я из Африки приехал, чтобы пить закамский квас. Посмотри, как носит эхо квас, закамский высший класс. Ай, этот квас родной, он любимый и живой, освежает и бодрит. Квас закамский – это хит. Не пропустите! С 14 по 18 июня ювелирная выставка на Казанской ярмарке. С 5 по 9 июня театральный фестиваль «Наурuz» представляет лучшие спектакли тюркского мира. На театральных подмостках Казани коллективы из Алтая, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Казахстана, Татарстана, Тывы, Хакасии, Чувашии и Якутии. Билеты в кассах для зрителей старше 12 лет. Дети, что между вторником и четвергом? Скидки в пятерочке. Каждую среду приходите с детьми в «Пятерочку» и получайте скидку 10%. Пятерочка выручает. Только до конца мая. «Лада Веста» с выгодой до 30 тысяч. «Лада Гранта» до 60 тысяч. И X-Ray до 80 тысяч. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробные. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца мая при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь поговорим о погоде. В первый летний день жители Татарстана ожидают довольно теплая, но дождливая погода. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана ночью будет преимущественно без осадков и до 6 градусов выше 0. Днем ожидаются дожди, местами сильные, температура воздуха составит плюс 20 градусов. На северо-востоке республики будет пасмурно и дождливо. Ночью до 8 тепла, днем же до плюс 18. На севере республики ожидаются ливневые дожди. Ночью будет плюс 8, днем же плюс 20 градусов. На северо-западе облачно, дожди, местами сильные. Ночью до 8 тепла, днем же до плюс 18. На юго-западе республики тоже не обойдется без осадков. Ночью будет до 11 тепла, а днем до плюс 20.
В центральном районе республики ночью преимущественно без осадков и +8. Днем же дожди, местами сильные, температура воздуха составит +20 градусов. В последующие сутки температуры начнут понижаться, но осадков станет меньше. Спонсор выпуска — компания «Русан Плюс», официальный дилер завода «Альта Профиль» по Татарстану, предлагает сайдинг, фасадные панели, водостоки и дренажную систему с ПВХ и приглашает в новый магазин в Казани, на Журналистов 101, а также филиалы на Родина 8А, в Лаишево и в Набережных Челнах. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома. ЖК «Приволжский» — это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» — качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. В предстоящие сутки в Казани ожидается дождь. Ночью будет до 10 тепла, днем же до 20 градусов выше 0. Ветер южный с порывами. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома.